В памяти о всех ветеранах, отдавших свою жизнь за нашу Родину, объявляю минуту молчания. Заседание оргкомитета началось с минуты молчания. Великая победа далась татарстанцам большой ценой. Каждый второй солдат погиб, каждый третий пропал без вести. Сейчас в республике проживают 14 277 ветеранов. Еще 8 лет назад их было в 5 раз больше. Рустам Минниханов дал поручение каждого ветерана окружить заботой. Наша задача и святая обязанность донести до наших детей и внуков историческую правду о том, какой огромной ценой наши ветераны заплатили за победу. Мы не имеем права допускать искажения страниц нашей истории. Наш долг, каждый ветеран должен чувствовать конкретную заботу. Спасибо за все, что вы сделали для нашей страны, для нашей родной республики, для нашей... Каждый год от имени Раиса Татарстан участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла вручают продуктовые наборы. Медицинскую помощь на дому и в поликлиниках оказали почти 2000 ветеранам. В больницах прошли курс лечения 200 человек. Каждый прошел диспансеризацию в режиме единого окна. Этот год в России объявлен годом педагога и наставника. Рустам Минниханов дал поручение уделить особое внимание учительскому труду в годы войны. Так в республике установят памятник учителю. Кроме того, в Татарстане хотят издать книгу о столетней истории образования в республике. У каждого из нас есть учитель, наставник, который сыграл особую роль в нашей жизни, в том числе и воспитание чувств патриотизма, гражданственности, духовно-нравственных ценностей. Учительский труд в годы войны – это важная часть истории нашего народа. В годы Великой Отечественной войны из Татарстана в ряды советской армии были призваны более 5000 учителей. Школы тоже меняли свой обычный уклад. Из 100 школ 44 передали под военные госпитали. И в них пролечились более 400 тысяч советских солдат. В 36-й школе Казани, которая находится на улице Лядова, тоже был военный госпиталь. Мы уверены, что это событие станет проявлением благодарности татарстанцев за нелегкий учительский труд. Напомнит о важной роли учителя в жизни любого человека. В этом году Пороховой отметит свое 235-летие. За 3 месяца войны здесь увеличили промышленную мощь в 3 раза. И на протяжении всех 235 лет завод и работники предприятия неоднократно доказывали свою преданность нашей Родине. И именно трудовой подвиг наших людей, когда наступали сложные и непростые времена для нашей Родины, в конечном итоге приводил всегда к победе. Продолжают работу поисковые отряды. Ученики школ вступают в ряды юнормейцев. В эти дни в краткосрочные отпуска возвращаются участники специальной военной операции. Рустам Минниханов поручил главам районов и городов приглашать бойцов на все торжественные мероприятия. Депутат, участник спецоперации Эдуард Шарафиев предложил создать музей СВО. Начать работу по созданию в Казани республиканского музея СВО с постоянной экспозицией. Также организовать в районах фотовыставку о татарстанцах, участниках СВО и о той поддержке, которую оказывает республика. Рустам Минниханов предложение поддержал. Он также поручил министерствам и ведомствам обеспечить безопасность всех мероприятий, обратить внимание на адресную работу с каждым ветераном, а также завершить очистку воинских захоронений. В завершении Рустам Минниханов вручил награды и благодарности активистам ветеранских организаций. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.